Каждый товар, по сути, оцифровывается и отслеживается, то есть его перемещение. В том числе происходит идентификация движений покупателя, для того, чтобы понять, что делает покупатель. Хочет он его взять, да, купить, или он просто решил посмотреть и положил обратно. В деревне Яшкоч Высокогорского района не было и нет магазинов, а теперь не будет еще и продавца. Казалось бы, что изменится? А метаморфоза вся в том, что магазин таки будет, только без продавца. Это чудо техники демонстрирует нам автор и создатель проекта «Цифровая деревня» Булат Замалиев. Без него мы бы просто и не зашли сюда, тут фейс-контроль на входе. Собственно, дверь открылась после этого. Он уже вот. Да. То есть идентификация сработала по геометрии лица, и, собственно говоря, можно совершать покупки. В лицо эта система знает каждого, кто живет в деревне. Если с вами рядом незнакомый системе товарищ, она не пропустит обоих. И вот вы внутри. Стандартный набор сельского ширпотреба. И над каждой полкой камера. И ее не обманешь. Внесли в корзину данный товар, и он пока находится в вашей корзине до того момента, пока вы не положите его обратно или... Для меня самое главное понимать, что система это увидела. Да, система это увидела. Я поставил конечно. обратно, система это тоже заметила. Да. Я посмотрел, мне не понравилось, я поставил. Да, конечно. Это самое главное, можно сказать. Для всего этого и правда хватает и искусственного интеллекта. Взяли два товара и с нас 129 рублей. Рядом терминал. У каждого свой пополняемый счет. Тут и оплачиваем. Если есть деньги и если есть совесть. А что если нет? Ну так это еще лучше, это более автоматизировано. Человек, когда взял, если у него не хватает средств, он просто уходит, и ему засчитывается также в долг. Он может уйти, да? Он может уйти в деревнях, в которых принято уходить. Просто далеко он не уйдет, вот и все. Ну как сказать. А у зрителя, конечно, помимо уже готовых способов одурачивания всей этой системы, вертится на языке вопрос: а зачем? А кому это нужно? Кому и чем продавец-то помешал? Встречный вопрос: а почему, собственно, нет? Скажем так, и 2 года тому назад, да и сейчас это была и есть не самая очевидная идея для заработка, возникшая в голове аспиранта КФУ, специалиста в сфере информационных технологий Булата Замалиева. Пока он вместе с 2 своими сотрудниками легко умещается и на 3 стульях этого небольшого пенала огромного бизнес-инкубатора, но где бы они ни были, звезды видны отовсюду. Эта идея цифровой деревни уже замечена в Москве, а ее автор даже успел отказаться от предложения, которое делают лишь раз в жизни. Вы скромничаете, но Google приглашал в Москву, да? Google, да. И вы отказались. Ну, можно сказать так. И Не подал резюме. Какие слова вам неслись вслед, я представляю, до сих пор, наверное. Многие говорили, да, дурак. Ну, я не знаю. Да. Хотел сделать то, во что я верю, так скажем. Вот. Да, именно в Татарстане. Где родился, там и пригодился. Где родился, там и пригодился. Называть этот проект бизнес-проектом можно, но не хочется, потому что в первую очередь он социальный. Вам доводилось испытывать чувство абсолютного счастья от того, что в деревню заехала автолавка? В деревню Карнаухово Рыбнослободского района нежданно-негаданно нагрянула глобализация. Пока вот в этом элементарном виде, в виде товаров повседневного спроса. В деревне есть свои магазины, но эти маркеты, понятно, не супер, и кое-чего в них все-таки не купишь. Сахар, да? И муку, да? Мука есть, все, привезли. Пожалуйста, держи. Спасибо большое. Давайте еще заказывайте, платформа работает. Приходите. Долго не ждали, видите, сразу привезли. Что не хватает сельскому Да, жителю? да, Вот чего да. ему не хватает. Никуда выходить не надо. И перчаточки, да? Да. Мука, сахар, порошки – ничего сверхъестественного. Только заказано это все позавчера за совсем небольшие деньги и при помощи интернета. За доставку, кстати, жители тоже ни копейки не заплатили. Теперь любая бабушка из Карнаухова способна на такое, потому что здесь есть представитель проекта «Цифровая деревня». И в руках у этого представителя огромная база данных всевозможных товаров, которую создал путем длительного поиска поставщиков как раз наш герой Булат Замалиев. И причем я знаю, что люди готовы покупать там,
не макароны, но уж во всяком случае сахар, муку там большими. Большими в деревне. То, что нужно. То, что нужно в деревне, нужно, потому что в деревне берут мешками, сахар мешком берут, муку тоже мешками. И цена здесь дешевле намного. И любая бабушка таким образом имеет сегодня доступ в интернет. Любая бабушка может прийти и заказать С любой любым товар. уровнем компьютерной. Любой уровень, да. Мы ей поможем. Эта идея уже реализована в нескольких населенных пунктах района. В данном случае мы в магазин заходим. Да, Здесь да. окно в мир для деревни Да. Юлсубина Роднослободского района. Центр обслуживания на базе сельского магазина. Я так и хотел сказать. Да. В деревне Юлсубина окно в мир расположено в одном из магазинов. Но вот нет тут теперь, например, лопат. А виртуально-то они все-таки есть. Будь то продукты питания и так далее. Можно все своими глазами доступно рассмотреть, посмотреть. То есть посмотреть картинки, у некоторых товаров видео. То есть, Для этого не надо быть компьютерно грамотным. Здесь будет человек, который может это делать. да, то есть продавец может помочь сельскому жителю выбрать. Жителям всего-то и нужно, что насобирать заказов на определенную небольшую достаточно сумму, ну, скажем, 2-3 тысячи рублей, и тогда за бесплатно им все и привезут. Но отличие детища Булата от уже и хорошо известных нам магазинов интернет-покупок не только в том, что доставка скорая и бесплатная. Она в том, что в идеале это дорога с двусторонним движением. Мы же ставим целью не продажи товаров сельским жителям, то есть это не наша конечная цель. Нашей конечной целью является помочь, в том числе, производителям продавать свои товары. И мы видим при реализации вот второй части, так скажем, нашего проекта, это возможность получения кэшбэков. Вот, например, мы бы хотели бы свою продукцию, мясо вот говядины. Да, мы много выращиваем бычков. Гульфия из Рыбнослободского района из года в год не знает, что делать со своими бычками, а жителям поселка Дубьязы Высокогорского района, наделенным талантом создания национальной одежды и обуви, сбыть свою продукцию по сходной цене еще сложнее, наверное, хоть она и не портится вовсе. Но если нет выхода, то есть вход. Цифровая деревня предлагает этот вход. Это вход в интернет. Будут ли люди, которые способны, то есть увеличить, Конечно, то есть мастера? То есть это же не такое 5 простое раз дело. увеличить производство, 5 раз, потому что у нас женщины вот такие, которые, которые уже годами работают, ну пока еще дома сидят. Их можно, до 50 человек можно собрать. 50 человек. Сегодня они где-то 12-15 человек работают всего. Вот. Вы готовы? Всегда готовы. При определенном упорстве можно достичь того, чтобы вся деревня занялась каким-то одним видом промысла. Опыт Китая, где подобные проекты уже существуют, демонстрирует: миллионы может зарабатывать деревня чем-то даже одним, и при этом просто постоянно будучи онлайн. Вот этот магазин без продавца тоже ведь не просто магазин. Это еще и будущий склад будущей продукции местных жителей, которая, как надеется Булат, совсем скоро доберется отсюда хотя бы до Казани. Ну это, вот я даже говорю, у меня мурашки по коже. Это круто, да. Это было бы круто. Что в 700 селах Татарстана люди покупают. Там, где они раньше не могли покупать. И покупают в магазине без продавца. Ну это надо быть идеалистом, чтобы чувствовать мурашки. Ну, может быть, да. Меня часто называют романтиком. Говорят, человечество делится на две категории. Одни верят в невероятное, а другие совершают невозможное. Наши герои, несомненно, из второй категории людей. Мы, конечно, можем разгромить, уничтожить всю их мечту, всю их идею, просто разложив ее на атомы и цинично разгромив каждый из них. Но идея все равно останется. Останется мечта. А идея, в общем, простая. Мир нынче – это большая, огромная, глобальная деревня. И мы значительно ближе друг к другу, чем это кажется на первый взгляд. Главное увидеть это. Должны быть люди, которые помогут нам с вами увидеть это. Что мир не черно-белый, мир цветной. Я могу сказать, что людям нужен просто небольшой толчок, чтобы они увидели мир другими глазами. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.